те объекты, которые уже есть. Люди вкладываются в сельский туризм и в другие виды туризма, да, объекты туризма. Но тем не менее, то, что касается маршрутов, они проходят мимо. Все объекты сельского туризма и любых другие объекты, они зависят напрямую от потока. Собраться и начать работать. И пробивать стены, и идти в государственные учреждения, в министерство, федералы есть Москва. Если есть энергия и желание, добиться можно всего. А искать правду на стороне, Дамир Абыев, никакой правды не будет. Это бесполезно. Абсолютно. Ну правильно же я говорю? Надо просто взять свои дело, объединиться с сильным людям под мудростью. Вот у вас есть мудрость, вы знаете, как это делать, вы чувствуете как. Мы готовы рядом с вами как раз примкнуть к вам и работать вместе под другом. Почему нет? Надо объединяться с сильными для того, чтобы стать сильнее. А другого варианта не может быть. А потом пригласим Рустам Нургалиевич по этому маршруту. Многие не знают, оказывается, вот рядом здесь Казань есть, и они не знают, ко мне приходят еще много, там из Мордовии, из Кирской области были, сюда приходят, а потом они не знают, где Казань, из Казань не знают. Вот у нас какой-то связник между собой. Рядом 6 километров всего Казань, да? А потом, когда я им говорю, вот здесь рядом 6 километров, они обрадуются и потом туда езжают. Вот чтобы программа была действительно насыщенная такая. И маршрут, конкретный маршрут единый. определять надо. Ну, у нас зимой тоже народ много бывает, потому что у меня зимние помещения, все животные туда, они все как в зоопарке. Там каждой клеточке у нас и зимой, то, что хорошо, зимой можно принимать. Вот кафе сделаем стационар, потом у нас круглый тут можно будет детей. У нас как получается, не только показать, а познавательный вот этот. Я им же рассказываю, как их кормить, как содержать. Люди любят сказки. Это правда. Мы любим с вами сказки. И мы хотим верить в сказки. И нам это интересно. Все говорят, что у нас был там дела, да? И какого возраста некоторые люди, все равно, когда мы ходим возле Кавана, все равно у каждого чуть-чуть есть. Человек на отдых. Конечно, это очень хочется. И куда бы ты ни поехал, ты все равно ищешь эту легенду, ищешь для себя рассказать эту легенду. Человек сюда приедет, он хочет найти ответ на легенду. А бренды, они есть везде, вот в Республике. И в деревнях больше. А потом вторая тема, очень важная, о которой вы тоже говорите. Дело все в том, что многие традиции национальные стали формальными, понимаете? Они перестали быть национальными традициями. Да возьмите даже тот же наш знаменитый Сабантуй. Вы понимаете, Сабантуй, он уже не имеет того, что он имеет в деревне. Вот сейчас вот мы как бы 12 числа, если вот вы слышали, мы как раз будем делать по городу сбор дорог. Возрождать. Вот именно с Гаязом. Гаязом как раз это очень дело. Да, мы будем на телегах собирать это все, потому что эта традиция, она же древняя, но она стала умирать. Вечерние игры татарские. Да, обязательно. Вот это вот колорит, хочется вот краску увидеть. Вообще, чем отличалась татарская деревня? Красками. Даже вот старая часть, да, старая татарская слобода и русская часть, конная слобода, чем они отличалась? Все говорили о том, что когда въезжаешь в татарскую слободу, отличаются дома своими красками, насыщенностью, разнообразием красок. Поднимался вопрос, мы здесь обсуждали, был заместитель министра, но дальше разговоров дело, конечно, не пошло. И поэтому вот наша инициатива, которые здесь вы слышали, и предложения, они жизнестойкие, потому что агротуризм, она на сегодняшний день востребован. И вы видите, с какой акцент делают туроператоры для того, чтобы этот сектор развивался. Сколько у нас сейчас фермеров занимается вот сельским туризмом прямо? К сожалению, очень мало, потому что, ну, если взять, то можно сказать 2 десятка фермерских хозяйств, которые, ну, вкладывают пока свои собственные средства для того, чтобы развить этот вид направления хозяйственной деятельности. Это, в общем-то, энтузиасты своего дела, и они должны быть, конечно, поддержаны государством и, наверное, обществом в целом.